Сюда чуть-чуть больше смотрю. Так, на всякий случай. Запись идет. Так. Нахуй. Идем дальше. Вот опять какая-то хуйня. У 2 самолетов российская авиакомпания отказали двигатели во время рейсов. Аэробус А321 уральских авиалиний Шарм-эль-Шейх, Екатеринбург вернулся из-за поломки левого двигателя на высоте 4500 метров. Боинг 737 Nord Star в Волгограде, Екатеринбург также прервал полет, отказавший левый двигатель, вынудил экипаж вернуться в Волгоград. Ну, подавно, блядь, нахуй. Скоро они падать еще начнут, блядь. Вообще замечательно, нахуй. Конечно, блядь, нахуй. Перекидывают они, нахуй, со старого УАЗика, нахуй. Сюда двигатель закидывают, нахуй, самолет, нахуй. У них что, запчасти есть, что ли, у долбоебов, блядь? Хуйней маются люди, блядь. Ой, блядь. Так что почаще, Башкортостан, Татарстан, летайте почаще, нахуй. Так, ладно, идем дальше. О, Хабирчик, блядь, Хабирчик. Ну-ка, 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 ну-ка. Что тут нахуй? Про мечеть что-то. Утверждены 2 проекта планировки и проекта межевания территории вблизи мечети Ар-Рахим. Получается, 2 проекта. Школа, вижу, 9,99 гектаров, блядь. И справа, вместе с мечетью, что ли. А слева 13,89 гектаров. Школа на 900 мест. Жилая застройка, детский сад на 410 мест, охраняемые объекты культурного наследия, объекты инженерной инфраструктуры. Вот теперь вот здесь остановимся. Москва-2, нахуй. По системе Москвы, блядь. Этот Гандун Хабир из Красногорска, блядь, Гандун, блядь. Красногорск такой же, блядь, нахуй. Такой же, нахуй. Чебурашник, нахуй, полный, блядь. Шанхай, блядь. Вот этот пидор, нахуй. Вот он сам это делает, Хабиров, блядь, нахуй. Он нихуя кто-то другой не делает. Это суки ебаные, блядь, нахуй. Еще этот влепили, блядь, 450 лет, нахуй. Этот герб, блядь, или что это, блядь. Самое интересное здесь, знаете что? Дома заселят возле мечети. Потом что будут они говорить? Мына школ қырында мәчет, бақша қырында мәчет, үй қырында мәчет, и приезжают чурки. Приезжает молиться. На улице молятся. Внутри молятся. Не вылазят. Мәчет қырында құрмағыз нахуй үй, блядь. Куттақ бар ма анда үй құрып, блядь, хайванлар, блядь. И потом, блядь, нахуй, ублюдки, будете вот эту хуйню нести, блядь. Ну, надеюсь, блядь, нахуй, вот эта вся застройка, нахуй, она будет тянуться, блядь, веками, надеюсь, блядь. Мы успеем, надеюсь, зайти и остановить это дерьмо, нахуй. Алла берса. Поэтому башкортларга, татарларга, еще раз говорю, Башкортостанга особенно. Срочно надо собирать войска, блядь, 25-50 тысяч против Москвы, чтобы, блядь, освободить бездны Башкортостан, блядь, Татарстана. Вот наша задача. Если мы это не будем делать, нахуй, я ебал в рот, блядь. Вот это дерьмо будет застраиваться, будет уничтожаться мечети, блядь. Все такое, вот эта херня будет закрываться. Понимаете? Давайте почитаем. Хабиров спрячет мечеть Ар-Рахим за небоскребами. Угу. Понятно. Видимо, чтобы с другими долгостроями скрыть нынешний. Теперь появится новое оправдание, почему при нехватке мечети в городе Ар-Рахим столь долго не могут достроить то, что она уже даже начинает потихоньку разрушаться. Всем, кто спросит, когда уже закончит мечеть, Ради Хабиров теперь сможет говорить: пока нет финансирования, вы же видите, мы строим, но на все не хватает, все по очереди. Сначала культура и жилье, а затем религия, помолиться вы пока можете и на улице. А что вы будете делать без детского сада, нового жилья и объектов культуры? Может еще этот дрон прилетит в мечеть? Как вы думаете? Дрон в мечеть. Нормально. Запустят где-нибудь там справа белые, нахуй. Откуда там, блядь? Из Демы, нахуй, допустим. Запустят, скажут, блядь, украинцы ебанули, нахуй. Не-не-не, скажут, нахуй,
Я заказал, блядь. Ебанули по мечети, нахуй. Или там кто-нибудь, нахуй. Из, так скажем, блядь, противников Хабирова, блядь. И все. Скажут, блядь, вот-вот с Украины прилетело, нахуй. Ебанизм, блядь. Так, дальше что? Возле мечети Ар-Рахим хотят восстановить 6 исторических усадеб и построить высотки до 48 этажей. Пиздец, нахуй. Речь о районе, ограниченном проспектом Юлаева и улицами Мингажева, Коммунистической и Бехтерева. Здесь отреставрируют 6 памятников культуры. Дом-завод Максимова, дом рабочего Васильева, усадьба Разумовых, дом Ерофеевых и дом Палатина. Запоминайте. Все взорвать, нахуй. Вот эти все дома взорвать, нахуй. Без киргаш, блядь, бұларны бүтінісін, нахуй, уничтожить полностью. Түбі қырып ташларға, нахуй. Вот эти все дома, нахуй. Узкожопых домов, блядь, церквей, нахуй, по Башкортостану вообще нихуя ничего не будет, нахуй. Если в Татарстане будет, нахуй, сука, крещеные сегенгендер, нахуй, пусть похуй нам, блядь. А в Башкортостане ничего не будет этого, нахуй. Полная зачистка. Вообще после Хабирова будет зачистка, блядь. Во-первых, Хабирова выебем, нахуй. Хотана, блядь. А потом будет зачистка полностью Уфы, блядь, и досконально Башкортостана, блядь. От церквей, нахуй, от всякой вот этой хуйни, блядь, усадьбы, хуядьбы, блядь, нахуй. Еще какие-то музеи, блядь, нахуй. Нахуя нам это надо? Жир арамита, блядь. Все это будут новые долгострои, которые выведут вопросы по мечети на дальний план. Кроме, возможно, русских усадеб, ведь все, что связано с пропагандой русской культуры, чаще всего делается в первую очередь из-за бюджетных средств. Югалтырган, нахуй, бүтінісін, блядь. Бүтінісін, нахуй. Шортлатып, нахуй, түп-түбі білән қырып ташларға, нахуй, бульдозерлар кетіріп, қырып ташларға бүтінісін, блядь. Шыстартып, нахуй. Бір урыс ташакларына бір, блядь, нахуй, кирпич қойылған бір нәрсесі болмасқа тиіш, нахуй. Не нравится, нахуй, сігіліп қоталар, нахуй. Мәскеуге шоғалар, блядь. Бізге нахуй керек мендайлар. Нравится, живут, не нравится, идите нахуй. Узкожопые страны. Так. Идем дальше. Ну ладно, такую новость тоже прочитаем. США в Пенсильвании выпал снег, который выглядит, ощущается и скрипит как пенопласт. Понятно. Ну и похуй, блядь. Так. Птицы в Анапе, нахуй. Пизду, нахуй. Не нужно. Так, тоже хрень. Порой, блядь, какую-то хрень тоже кидает, блядь, Куштау. Какие-то тупые новости какие-то, блядь, нахуй. Порой даже читать неохота, блядь. Весь Google закидывает, блядь. Так. Вот здесь что за хуйня? Вспомни о них. 31, 12, 131, Майкопская бригада. Кто такие, нахуй? Макс Дивнич. Чечня, склони голову, знак скорби. В этот день ты потеряла лучших сыновей. 31, 12, 94. Чего опять назад возвращается? Так. Шавхал Чурчаев призывает чеченцев склонить голову перед боевиками сепаратистскими, которые боролись за независимость Ичкерии при штурме Грозного. Ну, давайте комментарии этого Куштау почитаем. Мы должны понимать, что российские оккупанты не успокоятся, пока мы не ассимилируемся с ними, отказавшись от своей религии и истории. Да? Но даже после этого они будут воспринимать нас как второсортных чурок, которые должны перед ними присмыкаться. Шаманов, Буданов, Трошев, их мы должны, по их словам, считать героями, а Басаева, Яндарбиева и других мы должны считать террористами. Комментарий. Но если про главу ГУР Буданова, то, конечно, он герой. С этим спорить бессмысленно. Хуй его нахуй, блядь. Я не знаю, блядь, о чем они, блядь. Я по именам не так уж знаток, блядь. Ну, если про Чечню идет речь, получается, если кто там, что там против Москвы ебашился, блядь, как говорится, всех мы, как говорится, должны, ну, помнить-то мы никак не помним, само собой, блин. По именам даже, так, понаслышке только. Ну, как говорится, Аллах, как говорится, жанларын жаннатта кылсын.
если они, как говорится, за правду хуярились против Москвы. Так, идем дальше. В Уфе объявлено о перекрытии улиц для празднования Рождества. Вот аспекты, блядь. Вот этот аспекты затрахал меня, честно, блядь, нахуй. Пруфы, аспекты, вот это дерьмовые, блядь. Порой иногда их тоже, блядь, прокатываем иногда, блядь, но реально дерьмовые каналы, блядь. Этот Руслан Валеев, нахуй, Куттакбаш, блядь, и так далее, блядь. Фарида Курбангалеева, вот из этой категории, блядь, все. А эти пидоры, которые, блядь, хотят дружить с узкожопами, блядь, нахуй. Ведут, блядь, какие-то свои сраные журналистские дела, блядь, нахуй, вместе с ними, нахуй. И пруфы, и аспекты, вот это дерьмо, блядь, узкожоповское. И они потом что-то еще пиздят, блядь, с Русланом Газбасовым, еще с кем-то, нахуй. О чем, зачем, почему, нахуй? Вот это я не могу понять. Нахуй они нам нужны, блядь? Бұлар соткынласаң, блядь. Вот этот в очках Руслан Валеев, нахуй. Соткан, блядь, уфимский ташак, блядь, нахуй. То ли татар, то ли башкирт. Хуй поймешь, блядь. Наверное, татар имел, блядь. Сука. Вот здесь где-то заныкался в Германии где-то, блядь, пидор. Так. В РФ подорвали российского военного, который причастен к убийству мирных жителей в Украине. В РФ подорвали российского военного, который причастен к убийству мирных жителей в Украине. О, вот это интересная тема. Самокатом снова? Я проспал, блядь, нахуй. 12 часов меня не было только. В данном украинской разведке 3 января 25 года в городе Шуя-Ивановской, блядь, Ивановской, блядь, области произошел взрыв, в эпицентре которого оказался капитан Ногайко Константин, 95-го рождения. Сопляк ебаный, блядь. В результате взрыва военный был сильно ранен. Он находится в критическом состоянии. Нагайко участвовал в войне против Украины. Он причастен к ударам баллистическими ракетами «Искандер» по гражданским военным объектам Сумской и Харьковской области. О! Benim тетямны райончиклары. Блять, нахуй, утряга, нахуй. Нахуй, утряга. Молодцы. В частности, 5 октября 23 года подразделение Нагайко нанесло ракетный удар по кафе в селе Гроза Харьковской области. Уебок. Из-за которого погиб 59 гражданских. Вот пидорас. Молодцы, молодцы. Вот так Башкортостан, бля, Татарстанда то же самое будет, нахуй. Бадранчики, Хабировы, нахуй. Все, мы вас всех, блядь, найдем, блядь, Кутак-Башлар. Мы вас всех найдем, блядь. Вы не можете, нахуй, даже не убегать, нахуй. Лучше сразу сдавайтесь, блядь, нахуй. Может быть, подсядете в тюрьму, блядь. А так будете бежать куда-то, найдем, нахуй, выебем, нахуй. И сдохнете. И все на этом. И әрмен хатынны да табабыз, Хабиров, блядь. Әрмен хатынны икигізні сігебіз, нахуй. Икигізні, нахуй. Дуңқайтырып, блядь. Автомат, блядь. О. А вы видели, как лошади радуются снегу, блядь? Вот эта тема, да, блядь? Вот эта тема, блядь. Лошади радуются. О, издалека лучше показывать. Picklist ist geil, Это где-то, бля, в Америке, что ли, бля? Average Skyler, блядь. Что он говорит там, нахуй? Так. Так. Прислали потрясающее своей глубиной видео из Норильска. Блять, Норильск, нахуй, где-то, ебеня где-то. Город выглядит так, словно его бомбили 10 лет. Это при том, что в окрестностях Норильска добывается множество полезных ископаемых, и сам город мог бы выглядеть как северный Дубай. Где деньги Норильска? На них построена Рублевка и начата война на уничтожение соседней страны. Кстати, блядь, давайте посмотрим этот. Дайте я покажу. Реально, блядь, страшно, нахуй. Как будто, блядь, в Украине находишься. Ужас, да, блядь? Блядь, это хуйня, блядь. Другие, блядь, регион то же самое, блядь, нахуй. То же самое. Вот, чтобы
понять, блядь, Норильская. Забыл, где, блядь. И где Норильская-то нахуй. Где-то на севере, блядь. Давайте прикольнусь, посмотрю для понтов, блядь. Норильск. Норильск. Блядь. Где ты, блядь, чтобы я не тупил, нахуй. Ёбаный в рот. Ёбаный в рот. Ну да. Так. Так, где это Башкортостан? Ну да, блядь. Не, МБТГ. Это земля, блядь. Этих, мне кажется. Саха, Якутия, блядь. Те края, блядь. Норильск, блядь. Выше, блядь. Выше Уренгоя, блядь. Уренгой и то ближе к нам, туда. Тюмень. О, блядь, нахуй. В ебенях. Точно это Саха, блядь, наверное. Ну, Норильск город краевого подчинения Красноярского края. Почему-то его Красноярский край заебенили, блядь. Ну, поделили явно, блядь, нахуй. Красноярск, блядь. Ясно. Так. Ну, это читать, не читать, блядь. Давайте прочитаем. Стоп, сейчас я здесь.